Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за вашу активность и за вашу поддержку меня и моего канала. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой. Что случится, что ждет вас в ближайшие 1-2 дня. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Называйте свое имя, так и спрашивайте, что меня ждет, что обязательно случится в ближайшие 1-2 дня. Я думаю, что все вы уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой-то мужчина к вам приставать будет. У кого-то отыграется, что новый знакомый появится, да, мужчина, ну вот прям интересный, симпатичный, как-то вот на изи к вам подходит, там телефончик ваш просит, либо там сразу же на свидание приглашает. Легко вам с этим человеком будет. И, знаете, как и успеете за 2 дня и познакомиться, и на свидание сходить. Интересный человек, очень интересный, повеселит вас. А вот у кого-то отыграется, что ваш супруг, да, ваш любимый мужчина, ну прям как-то вот себя проявит с неожиданной стороны. Какой-то героизм от него идет, какие-то поступки. Знаете, такой широкий жест. Вот смотри, что я могу. Да, вот наконец-то я решился. Мужчина, который не только принимает решения, которых вы от него ждали, но и еще проявляет себя с очень активной позиции. Вы будете на него смотреть вот такими огромными глазами, и вам будет казаться, что вы спите. Да, такое ощущение: мужчина, вы кто? Где вы моего дели? Он был такой нерешительный, такой нервный, переполоханный, а вы вот прям герой. Так и будете его спрашивать. А он будет улыбаться. Он будет улыбаться и говорить, что я все понял. Я все понял, я был дураком. Я потратил кучу времени твоего и своего. Я потратил кучу твоих нервов. Вот что хочешь со мной делай, но не могу даже тебе объяснить, да, что за напасть на мне была. Вот. Какие-то прям улучшения идут в отношениях. По крайней мере, для вас, вот как, знаете, как в сказку попала. Действительно, вот сказка началась. Тыква превратилась в принца. Да, интересно. У вас, кстати, еще и петушок идет с левой стороны. От мужчины идет петушок. Девочки, ну кто-то от мужчины получит прям грандиозный подарок, очень дорогой, потому что, видите, петушок очень большой. Дорогой подарок, либо действительно какое-то просто мега грандиозное действие от мужчины пойдет. Девочки, у кого любовник, да, может быть, ну, не свободный, да, все в жизни бывает, может, это ваш начальник, может, у вас какой-то служебный роман, то здесь мужчина, ну, тут, понимаете, он может подарить что угодно, назначить на высокую должность, подарить вам автомобиль, а может быть, и квартиру подарит, да, вот какой-то прям огромный подарок идет, очень дорогостоящий подарок, а может быть, какое-то бриллиантовое колье, да, очень дорогущее. Либо перепишет на вас какую-нибудь собственность. Кстати, тоже может быть. Прям чудо какое-то. Реже отыграется, ну, может быть, единичный случай, может быть, отец что-то перепишет. То есть, мужчина в возрасте, да, потому что как любит вас, и но это не как подарок идет больше, это больше идет как вот какое-то показательное действие. Вот смотри, ради тебя, для тебя, да, может переписать. Может быть, даже это не отец ваш, может быть, это свекр, не знаю, там, дедушка вашего мужа. Вот какой-то мужчина может вот какой-то широкий жест сделать в вашу сторону. В любом случае будет очень приятно.
Очень. Здесь у меня все девочки принцесски. Принцесски, золушки на балу. На балу. И бал не закончится в полночь. Нет, он будет длиться просто вечность у вас. По крайней мере, вам так будет казаться. Вот такое хорошее настроение идет. Так, идем дальше. Какая-то отложенная поездка. У вас лодочка в другую сторону смотрит. Какой-то план у вас есть, мысли какие-то. Может быть, куда-то собирались идти, ехать, там, деловое свидание, может быть, там, дружеское свидание. Будет отложена эта поездка. Причем, вот как обстоятельства такие идут. И вам не сильно хочется, либо у вас там в последний момент настроение поменяется. И человек, с кем вы должны встречаться, может просто как отбой вам дать. И вы такая, фух, ой, да, хорошо, не сильно и хотелось. То есть для вас это не будет неприятностью, скорее всего, как облегчение идет. Так, кто подавал какие-то прошения? Прошения, документы, просьбы, заявления там, на работе, в госучреждения. Вам одобрят. Вам одобрят, но у кого-то из вас отыграется, что будет определенное условие, что мы одобряем на таких условиях. Либо, окей, принято, но, и там какой-нибудь там списочек из нескольких пунктов. В принципе, не критично, но хотелось бы, конечно, без всяких там дополнительных условий и без всяких там пунктов. Но, тем не менее, вам одобрят. Одобрят, там, просили вы повышение зарплаты, либо какие-то субсидии, там, льготы, выплаты, улучшение, может быть, каких-то условий. Вам будет одобрено. С условиями, но одобрено. Так. Какой-то проситель у вас на пороге, побирашка, да, это не проситель, это побирашка. Человек любит жить за чужой счет, человек любит, скажем так, чужое. Я люблю чужое. Что ты носишь? Чужое. Что ты кушаешь? Чужое. Вот такой человек. Причем, знаете, такой хитренький. Не могу сказать, не показали образ мужчина-женщина, но человек прям без мыла в задний проход прям таки туда-сюда залазит, вылазит. Неприятная личность. Вы бы вот прям метлой бы этого человека и на ту же метлу бы посадили и с лестницы спустили. Но либо ваш супруг, может быть дети, может быть мама, да, кто-то прям расчувствуется к этому человеку и такое желание вот все последнее отдать. Типа ему же надо, либо ей надо, она же просит. Вот, может быть конфликт даже на этой почве. Когда вы скажете, мама, что вы делаете? Что вы вот прям последнее, да, отдаете? Там человек, он, видно, клейма негде ставить, хитрое аж лицо перекосило. Вот. И может даже быть конфликт там, либо с мамой, либо с супругом, там, с женой, да, если мужчины смотрят, либо даже с детьми. Вот. Как-то вы, знаете, посмотрите на своего дорогого, любимого человека и думаете, как простоват, да, легко обмануть можно. Вот. Вы знаете, вы не ругайтесь, вы лучше объясните, вот как вы увидели человека, как вы почувствовали, какие-то признаки, какие-то вот внешние характеристики. Вы просто поговорите и объясните. Может быть, действительно, не понял человек, не разобрался, а вы тут с критикой. Поговорите, спокойненько поговорите. Поверьте, лучше избежать конфликта. Да, прям недоумение у вас будет. Так. Кстати, ребенок чей-то с улицы что-то принесет. Живое. Начиная от всяких там жуков, пауков, заканчивая, извините, там котятками и щенятками. Прям принесет вам там собачку, да, и скажет: мама, я тебе дарю. Вот. А вы будете смотреть и глазами хлопать: о боже, что теперь с этим делать? Вы с детьми поговорите, если не желаете заводить собачек, кошечек и паучков, вы поговорите, что не надо этим заниматься, и это не всегда хорошо. Вот, разговор накануне. Вот прям, знаете, посмотрите это видео, поговорите со своими детьми, особенно с маленькими детьми, либо с внуками, да, чтобы не было сюрпризов. Так. Тут какие-то соседи, соседка, сосед. Может быть, даже семья, семейная пара. Чем-то угощать вас будут, либо как выпечка, может быть, что-то приготовленное, а может быть, поделиться каким-то урожаем, там, с огорода, с дачи.
Кстати, душевные люди, душевные. Да, у них там свои тараканы, и да, они не всегда понятны, немножечко такие для вас мутноватые, но тем не менее, вот то, что они вам будут давать, от души будут давать. Принимайте и даже не думайте. Вот, хочется им с вами поделиться. А у вас какая-то разница идет. Смотрите, у кого-то отыграется, что есть очень хорошие соседи, а есть вот прям какие-то, ну, я не знаю, отбросы. Отбросы. Просто абсолютно асоциальные люди. Люди, которые не считаются ни с чем и ни с чем, на все забили и вот как будто бы портят жизнь всем, кто рядом. Такие токсичные люди. Токсичные, вот тоже вышли. Здесь вот, знаете, у кого-то отыграется, что люди будут то ли какие-то подписи собирать, то ли вот как-то собираться, чтобы жалобу, может быть, даже написать на вот этих токсичных соседей. Это поможет, но поможет 100%, когда, ну, прям все, вот там, хотя бы 90%, да, ну, пусть не все, но 90% людей, которые, ну, вовлечены в эту ситуацию, подпишутся, либо как-то выступят против этих людей, вот тогда поможет. Если будут там, знаете, типа такие вот хитро сделанные, там, ой, а я воздержусь, ой, а мне некогда, ну, типа, боится лезть на рожон, эта проблема будет продолжаться. Вот у вас, кстати, в ближайшие вот 1-2 дня, ну, у кого эта проблема, возможность решить и разрешить. Может быть, вы занимаете очень активную позицию, тогда вам нужно собирать людей. Собирайте, чем больше людей вы соберете, а вы такая, вы задорная, вы можете за собой людей повести, тем быстрее решится ваша проблема. Так, здесь у меня какая-то то ли стирка, то ли покупки, то ли глажка, какая-то домашняя работа. Видите, женщина стоит буквой «зю», то ли стирает, то ли гладит, то ли готовит. Может быть, закрутки, кстати, тоже делает. И вас кто-то отвлекать будет звонками. Звонки, сообщения. Прям немножечко задолбетесь вы с этим делом. Слушайте, отключайте телефон, либо заранее позовите кому-нибудь на помощь. Вот как-то вот то ли силы не рассчитаете, то ли вот как больше времени займет. Можете очень сильно, кстати, устать. Ну вы, конечно, свою работу сделаете, вы умничка, вы никогда вот там не бросаете на полдела, но устать можете. Поберегите себя. Отключите телефон, позовите помощника, вдвоем и дело быстрее спорится. И поделаете, и не устанете, и все будет замечательно. А если вот покупки, говорим о покупках, то вам тут 100% нужен помощник. Вы, понимаете, вы как за одним чем-то едете, думаете, ой, ну куплю там хлеба, колбасы. А попадете, может быть, на какую-то грандиозную распродажу, какие-то скидки. Вы вот наберете всего и сразу, понимаете? И вам тяжело будет, тяжело, вот как бы спинку вы свою не потянули. Поэтому заручитесь чьей-то помощью, либо договоритесь, чтобы вас там, ну, не знаю, встретили, отвезли, довезли. Ну, либо не пожалейте денег на такси, потому что здесь, вот видите, какая позиция, да, буквой вот такой, даже не знаю, пятерочкой, да, пятерочкой. То есть спина очень сильно может пострадать. Избегайте вот таких нагрузок и травм избегайте, прям поберегите себя. Но у вас это идет именно от работы, либо от поднятия чего-то тяжелого. Так, что, обезьяна какая-то у вас бегает? Обезьяна. Ну, правда, с правой стороны. Ну, обезьяны, я уже говорила, кто смотрит часто мои гадания, кто со мной давно, те знают, что обезьяна — это недобрый знак. Обычно по обезьянам отыгрываются какие-то неприятности, а также люди. Люди вот такие дерзкие, гиперактивные, шкодные, противные, капризные. Но у вас обезьяна вышла с правой стороны. Либо вы какую-то обезьяну на место поставите, да, ума-разума научите, либо вам придется воспитывать. С правой стороны 100% у вас получится. Кого-то вы все-таки вразумите. Здесь вот прям укрощение строптивой персоны. Вот так бы я назвала. Какие-то свои сильные качества проявите, чтобы этого человека успокоить. И вот таки успокоите. Успокойте, вот как шелковый станет, как шелковый. Вот проникнется вашей интонацией, либо вашими словами. Вот. Вы молодец в этом плане.
Вот, может быть, вы преподаватель, может быть, из вас хороший бы преподаватель получился. Вы умеете, вы знаете, вы умеете продавливать свои интересы. И делаете это очень как-то деликатно и тактично, что никто даже об этом не подумает. И вообще вы вот как гипнозом, что ли, обладаете. А вы когда вот спокойно разговариваете, у вас слова, они как обволакивают, да, обволакивают. Ну, такие слабенькие люди, они так вообще теряются, как вот эти кролики перед удавом стоят. Слушайте, задумайтесь, здесь явно есть какая-то способность, какой-то талант. Может быть, пришла пора совладать со своими силами и пустить их, как говорится, в мирное русло. Прям интересная ситуация. Кстати, кто-то будет вами восхищаться. Кто-то со стороны наблюдает за этой ситуацией, либо узнает об этой ситуации, люди будут вами восхищаться. Так, человек на букву А для вас что-то хорошее сделает. Помощь окажет, что-то купит, подарит, там, не знаю, поможет, как-то так вас встретит. Проявит свои хорошие чувства в вашу сторону. Человек на букву А. Это может быть как и мужчина, так и женщина. Так. Лошадка у вас вышла посерединочке. Ну, это работа. Лошадка спокойная. Стоит, головушка, смотрите, в правую сторону смотрит. На работе, в принципе, тут все спокойно. Единственное, что работы будет много работы. Вот мне не очень нравится, что на эту лошадку, видите, вот сверху вот кошка пытается сесть. Вот как передние лапки поставила, а задние еще там в воздухе висят. Могут подкидывать чужую работу. Если будут это делать, ну все бывает, да, кто-то в отпуск ушел, кто-то там заболел, приболел, какая-то ротация прошла. Вы тогда всегда не стесняйтесь и перед тем, как приступить, уточняйте, как будет оплачена вам эта дополнительная работа, да, это дополнительная нагрузка, чтобы вас, видите, как не использовали. Постарайтесь этого избежать. Так, и еще хочу сказать тем, у кого свой бизнес. Здесь какая-то неприятная встреча может быть с конкурентами, либо вы узнаете что-то неприятное у ваших конкурентах. Вот. Не спешите доставать шашку и махать направо и налево. Это временная ситуация, временная. И буквально в течение, не 1-2 дня, а немножко побольше дней пройдет, может быть, там 3-5, а ситуация поменяется. Сейчас ваш конкурент там прям взлетел, но больно упадет. Вы поймете потом, о чем я говорила. Вот просто перетерпите, не обращайте внимания. Так, знаете, как глаз прикройте и в другую сторону посмотрите. Упадет вот этот карточный домик, который ваш там конкурент настроил, это все рассыпется. И, знаете, по ветру прахом полетит. Вот, так что просто возьмите себя в руки, старайтесь об этом не думать. Это все временно. Это скоротечная ситуация. Вот. Так, и еще момент. Момент какой-то мелкой удачи. Мелкой, да. Хотелось бы крупную, но выходит мелкая. Здесь у вас 2 птички, которые стремятся вверх. Либо дважды повезет, либо 2 очень приятных человека принесут вам удачу. Встреча с этими людьми принесет вам удачу. Это хорошо для вас, это для вас приятно. Вы будете вспоминать об этой ситуации и улыбаться. То есть, как бы, да, наконец-то мне повезло. Ну, пусть не так круто, не так прям масштабно, но тем не менее, мне повезло. Рассчитывайте на госпожу удачу. Она вот где-то рядом с вами ходит и вам подмигивает. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.